Наверное, у многих жителей Якутии сохранился подобный предмет мебели в своем доме. Это тот самый стул советского производства, который был сделан в 60-х, 70-х годах. Но именно сегодня этот стул приобрел еще больше ценность, ведь именно реставраторы ищут подобные предметы быта, потому что сегодня это очень модно и очень дорого творить руками, созидать, ну и, конечно, сделать из этого стула можно современный предмет быта. Именно сегодня мы вам покажем, как можно это сделать в течение буквально пару часов. Поэтому оставайтесь с нами. И сегодня в гостях мы находимся у Галины Федоровой. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Вот именно Галина любит такие старые вещи, да? Да, обожает. Обожает. Она ищет их у своих друзей, знакомых, да? Да, у нас даже есть в городе сообщество. Мы друг другу пишем, вот где-то там по адресу выбросили стул. И все, кто первый, тот и забирает, получается. То есть бегом туда за такими стульями, кто бы мог подумать, да? Квест такой некий. Да. И затем вы сами дома вот так вот тихонечко, спокойненько Да, то, что мне начинаете понравится, я сама реставрирую для себя предметы. Ну, а чем мог мебели. понравиться этот стул, если не секрет? Во-первых, он крепкий. Это первое. Во-вторых, особых повреждений нету. И мне больше нравится, если это цельное дерево, сохранить этот цвет. То есть мы будем разбирать его, снимать старое покрытие и придавать новый оттенок ему дерева и менять сидушку. Ну, вот я тоже думала, это нужно сохранять? Нет. Нет, то есть мы все-таки сделаем визуально, чтобы это все было новенько, красиво. Ну, давайте сразу приступим, да? Хорошо, к делу. давайте. Так, ага. Для начала вы говорите, что это достаточно, да, такой, как сказать там? Это массив дерева. То есть есть несколько способов, как снимать все это дело, да. Можно наносить химические средства, то есть они сбухивают, да, там через определенное время, и вы их снимаете скребком, да, либо шпателем. Есть второй способ, либо это вот шлифмашинка. Но это уже когда, вот видите, вот уже потертости, уже не нужны химические обработки, то тогда мы прибегаем вот к шлифмашинке. Я прибегаю к комбинированному способу. Я беру средство для снятия лака и потом шлифую. А любите ли вы менять цвет или все-таки вы пытаетесь сохранить это? Красите? Нет. Но в основном если деревянную мебель, я люблю сохранять. Ну, мы видим у вас, да, в доме очень много, да, той самой отреставрированной мебели, потому что сразу визуально понимаешь, да, где мебель такая, знаете, 21 века, а где еще 20 века, да? А вообще откуда такая любовь у вас появилась к реставрации вообще, к сохранению вот этой старины? Мне кажется, это приходит с возрастом. Да? В молодости нет таких увлечений, правда ведь? Да. Только когда появляются дети, семья и свой быт, и хочется его обуютить, и именно как-то под себя, под свои вкусы. Реставрация – это головоломка для мозга. Вы думаете, как его сделать, что сделать, да? Мозг работает, руки работают. Мне кажется, одни плюсы. Ну и, конечно, экология. Даете вторую жизнь мебели, да? А сколько примерно среди вот ваших групп, да, вашего сообщества таких, да, может стоить такой стул? Ну, допустим, вот в таком виде. Если покупать, если не находить, допустим, как вы говорите, выкидывают, да, выбрасывают, а вот если покупать? Я видела такой классный экземпляр, и я увидела, как его с помойки бежали возле моей работы. Он продавал за 6, за 7. 6-7 тысяч не стоит реставрирован, не реставрирован еще, да? Да, сейчас, наверное, многие телезрители сразу вспоминают, что у них стоит на даче. Это главная форма. Ну, лаконичная, да? В советское время, сейчас модно же, вот мебель на ножках. Красивая, лаконичная, без лишних декора, когда можно... Большинство можно и перекрасить ведь, да? Некоторые же к этому прибегают, зашкуривают, обрабатывают и перекрашивают. Даже сейчас уже такие время пришло, что не нужно грунтовать, уже идет, ну, как краска с грунтовкой. А вот в вашем доме, да, допустим, самая дорогая, может, вещь какая-то, которую вы отреставрировали, что это? Вот, кабинетный стул. Стол? Стул. Стул. Вот он. А, вот здесь рядом с нами, да? Вот этот стул. Да. Я его нашла возле своего дома на помойке. Да вы что? Я шла с работы и вижу, что виднеется спинка. А потом я
подхожу все ближе, вижу, там подлокотники, сердце забилось. Я смотрю по сторонам, никого нет. Забрала сразу в машину, в багажник. Сразу, да? Да, он То был есть в таком коричнево-темном цвете тоже, и сидушка была, как в советское время, темно-зеленая. Помните такую мебель? ага. Вы заменили сидушку, а вот здесь оставили его все-таки матовым, да? Да, я То есть покрыла маслом. Я люблю покрывать маслом. То есть вы не любите лак, да? Отшлифовали, оставили вот этот натуральный цвет. Да. И теперь у вас вот такой офисный стул. Так, когда мы разбираем, важным моментом бывает, ну, кто новичок, лучше отмечать, да, где что было, чтобы потом было легче собирать. А, то есть вот вы отметили. Да, я отмечаю, например, от себя смотрю, тут правая, тут левая, да, тут передняя. Чтобы потом легче было собирать. А, поставить эти детали на Да. место, да? Ставим меточки. Правая, левая и передняя. То есть, по сути, здесь не так уж много физической, да, работы? Физическая работа большая будет, Позже. когда сидушку. Это вот там степлеры, а фанера бывает уже ну, где-то затвердевшая. Да, мы, кстати, здесь видим печать, и здесь мы видим дату изготовления. 1978 год. 78 год. Вот, значит, спинка у нас Уже готова. разобрана почти, да? Да. А вообще, вот вы считаете, что советская мебель, она делалась на качество, да? Вот мы же видим, да, Да. ничего не шатается. да, Сейчас, ничего? кстати, из цельного дерева очень дорого стоит. Мне кажется, это хороший тренд. То есть мы открутили спинку стульчика, Да. и теперь открутили мы сидушку. Сидушку, и можно убрать пока ножки. Тут И уже будет смотрим, что у нас тут есть. Что за красота. что за красота, да? Да. Дальше что? Ну вот здесь это на клею или на чем? Или на скобах каких-то? Тут они сделаны, видите, очень мелкие гвоздики. Ну, тогда, видимо, степлеров не было. И я обычно их отверткой убираю. Вы увидели гвоздики? Да. Гвоздики. А, вон они. И все так заржавело здесь. То есть нужно снять, да, вот все эти гвоздики и снять вот эту ткань, да, обивочную. Кресло мы видим тоже, да, отреставрировали. Кресло это было одно из первых. У меня все руки чесались. И мне показалось, с креслом будет легче, потому что там деревянных элементов меньше. Ну вот, все, да, Галина, мы вроде бы оторвали, да? На совесть люди делают. Да. Ну, тут видно, что это не поролон и не... А это, видимо, войлок. Да? Интересно, да? Они взяли тут и проклеили даже его. Ну вот, я даже не буду открывать. Вот видите, тут все в труху уже. Ой, боже мой. Лучше даже и не трогать. Там Ой, всё ужас. Это сгнило. что такое? Это поролон сгнивший. Сгнивший поролон? Да, видите, он уже зелененький стал. и Ужас сух. какой. Посмотрите, Очень. что там внутри. Это же сейчас все такое... А, и действительно, вот когда трогаешь, ты уже чувствуешь, что оно твердое и Твёрдое, как песок как будто, да, там? Подсох уже. И что, и вот это потом все надо... Да, отодрать и убрать, и расчистить все. Ну, это очень пыльная работа. Я думаю, в рамках нашей программы мы не сможем показать это, да? Но вот так выглядят советские стулья. Со временем. Да, вот со временем. Спустя там 30 с лишним лет ткань потрепалась, но ткань это одна беда. Главное вот это. То есть вы все это потом шпателем и вот все от клея вот это Да, снимаете, я да? чищу все я. А потом уже делаете новое сиденье, а какое мы узнаем чуть позже. Конечно, очистить сиденье стула, который был сделан 30 либо 40 лет назад, это достаточно долгий процесс, кропотливая работа. Примерно сколько часов нужно на то, чтобы вот очистить тот самый старый поролон, ткань, вот это вот все? Часа? Полтора часа. Часа полтора, может быть и два, может быть и час, да. Но Галина уже подготовилась, взяла аналогичный стул и очистила. То есть в идеале сиденье будет выглядеть вот так. Да, остается только фанера, основа. И на него мы сейчас будем делать пироги. Там будет у нас поролон, синтепон и ткань мебельная. Первым делом мы что используем? Первым делом берем поролон. Я взяла 2-сантиметровый такой. Этого достаточно, да? Можно 2-3 сантиметра. 4, мне кажется, это уже будет Трон. перебор. Это уже попа в раю будет. Да.
Так, и чтобы вырезать сидушку, нам понадобится очень острое лезвие, чтобы оно шло прям точно по краю, без зазубринок. А надо работать аккуратно и ровно перпендикулярно. Обводим по периметру сидушки. Оно как по маслу течет. И получается убираем. Да? Ну и все. Ну тут не дорезано. Почти все прорезалось, да? Замечательно. Убираем. Так. Еще, чтобы у нас край был ровный, мы должны проклеить края. Можно сделать проклейку края, тогда он будет не вот такой перпендикулярный, а вот как холмик. Как холмик. То есть будет загибаться немножко, да? Да, может загибаться. Берем мы клей специальный для поролона, окунаем кисточку и берем такими захватывающими движениями, чтобы она не капала, и промазываем край. Всего. Только край. Только край пока. Это именно для поролона. Да. Прям надо, чтобы все было покрыто или не обязательно? Ну, не обязательно, но чтобы по периметру все было. Ну, кто-то так не делает. Кто-то делает, потому что все равно тканью набивают, натягивают, и край становится ровный, но лучше, мне кажется, проклеить, чтобы края были ровные и красиво смотрелся стольчик. Ну, пока наш поролон подсыхает с клеем, мы можем вырезать синтепон. Ткань я уже подготовила. В один слой синтепон должен быть? Да, или в один в слой. один слой? Это все с моих запасов, так что экономия есть, все с кресла осталось. Мы берем, мы не будем прям точно вырезать. Примерно на глаз, да? Да, на глаз вырезаем. Синтепон не жалко, да? Да, а ткань, она уже и поролон дорого стоит. И выбор ткани в городе, как знаете, Не так уж много. не разнообразный. А если на заказ, то и еще и подороже будет, да? Вот мы видим, клей подсох, и такими прищипывающим движением мы прижимаем края. Видите, они прилипают друг к другу, и тем самым будет такой ровный край. Так, и уже на эту основу мы должны приклеить поролон. Сначала поролон идет, да? Да. Ну, вот здесь можно размазать. Будете мазать? Давай. Так. Эх, Ну, была нет. не была. Много надо? Не. Чтоб прихватилось. Так нормально? Галина, а есть ли какая-нибудь, допустим, идея, которую вы хотите воплотить в жизнь? Не знаю, может, найти сундук какой-то старый, а может быть, захотите там, я не знаю. Я хочу очень деревянный шкаф. Шкаф деревянный? Двухстворчатый. То есть как сервант, который, да? Или так Нет, платиной? именно такой платиной, красивый, благородный, Да? на ножках. Ну, это идея для Была- следующего подарка для мужа. Была возможность у меня осенью. Да? Кто-то меня опередил. Главное, чтобы по форме, да, подходило. И прижимаем. Ну, такой клей очень мощный, да? Тут не приклеиться не может. Да. Сверху синтепон. И наша мебельная ткань. Синтепон мы не приклеиваем, да? Нет, он имеет такую структуру, зацикливается, да? Уже не нужно. Так, это нам уже не нужно. И самое трудоемкое, что может быть, это перетяжка. Перетяжка, да? Да. То есть 4 точки, да, надо 4 сначала? основные точки по центру каждой стороны мы простреливаем.
Для начала, Для начала, чтобы общая ткань закрепилась и уже не ходила из стороны в сторону. Все отлично. А дальше вот те самые складки. Здесь какие советы могут быть? Тут советы. Мы берем ткань и равномерно натягиваем к центру, распределяя ткань таким образом, чтобы вот тут по краю никаких заломов в ткани не было. То есть мы смотрим не вот сюда, а смотрим вот Да. по краешку, да? И равномерно, чтобы было распределено. Если что-то видим, Вот и она, выходит новая жизнь. Сиденье, которое простояло 30 или 40 лет, служило верой и правдой. Сегодня это уже совершенно другой вид. Самое главное, все мягко, да, здесь. Еще и тепло будет от синтепона. Да. Так, хорошо. Сидушка готова. Переходим к нашему стульчику, уже, наверное, к тому каркасу. Да. Реставрация стула родом из Советского Союза продолжается, да. Сиденья мы уже отреставрировали. Теперь нужно поработать немножко с каркасом стула, да. Как мы видим, здесь, в принципе, как говорила Галина, очень красивый цвет, да, натуральный. Мы его будем сохранять. Да, мы будем очищать весь вот этот лак. Сначала идет химическим составом, вот такой, да, удалитель специальный. А потом я буду шлифовать, чтобы поверхность была ровная и гладкая. Ровная и гладкая. Так, ну все поэтапно. Мы вот эту спинку пока уберем, покажем лишь на маленькой детали, да? Да. Как у нас это все будет выглядеть. Вот она деталь от стульчика нашего, да? Снимаем лак. Это начинается грязная работа, трудоемкая. Я специально этот удалитель покупала в известных маркетплейсах в интернете, да, потому что у нас здесь не продается, он самый хороший. Вот таким можно кисточкой или губкой наносить его, чтобы, главное, не попало на участки кожи тела. То есть это ядовитая вещь все-таки, да, химия? Да, мы вот так вот покрываем. А называется удалитель краски, смывка. Специальная такая. Она очень популярна среди любителей реставрации. То есть просто наносим, потом, скорее всего, ожидаем, правильно? Да, около 30-40 минут он впитывается, лак взбухивает, становится жидким. И останется дело за малым, просто нужно будет это все. Да. Вот так мы Шпатель. каждую деталь наносим, ждем и берем любой скребок, либо специальные такие есть шпатели, у меня такой скребок, да, и вот такими движениями мы потом очищаем деревянные поверхности. То есть лакированный, вот этот лак же есть, блестящий. Особенно у советских мебелей, он такой толстый, да? на века такой сделанный, его очень трудно убирать. Я вот стол делала, да, вот столешницу, я все лето чистила. Все лето одну столешницу? Да, а я еще забыла сказать, что применяется еще один метод. Берут строительный фен, Да. вот так нагревают поверхность и шпателем идешь. Но вы выбираете для себя вот все-таки этот попроще будет. Да? Этот попроще, потому что тут меньше лака. На столешнице, конечно, для защиты больше делали, да. А здесь он уже потертый, и удалитель хорошо справляется. Оставляем вот так каждую детальку на 30 минут, потом просто снимаем лак. Да, вот такими движениями. Даже видите, он уже сейчас снимает, видите? Ну да, прошло буквально 5 минут, но Да. мы уже можем. Потому что уже этот... Химический процесс пошел. Вот да? видите, уже снимается. И вот такими движениями мы соскребаем всю старую поверхность. Вот так выглядит деталь от стула, которую мы очистили с помощью химического вот средства от лака. Да? Но, Галина, мы видим, что здесь остались некоторые следы лака. Это ничего страшного? Нет, потому что я буду несколько этапов шлифовать. Да, кстати говоря, возьму- мы видим здесь, да, вот остатки какие-то белые погрешности. То есть так оставить нельзя. С этим справиться Шлиф-машинка. шлиф-машинка. Наша любимая шлиф-машинка. Я беру подошву крупной зернистости, тут даже видно, да?
И потом я буду шлифовать мелкозернистостью, чтобы он был такой гладкий, шелковистый, идеальный, да. Хорошо, поехали. Так, мы берем. Вот тут кнопка включается. И вот мы видим. Итак, деталь за деталью, деталь за деталью. Ну, Еще в 2 этапа я шлифую. вот, посмотрите, уже зачищенная сторона. Тут Выглядит еще так. потом мелкой шлифовкой надо пройтись. Иногда люди забывают про такие мелкости, и когда покрывают маслом, оно идет пятнами. Ну, некрасиво получается. То есть обязательно не забудьте про... Мелкую и прямо вот до такого состояния, видите, чистого дерева. До идеально чистого такого молочного цвета, да? Без вот таких темных пятен, да, должно быть все? Да, без погрешности и вот таких вот затемнений. Было так, а должно быть вот так. Так. Трудитесь, если хотите получить новый стул, да? По мне так проще все-таки сходить в магазин и купить свежий. Но любители и ценители мебели, как Галина, конечно, Не готовы. идут легким путем. Легких путей не ищут и, собственно, проводят здесь неделями для того, чтобы почистить вот одну такую деталь, да, к примеру. Ну, я так утрирую, конечно, наверное, день проводите, 2-3, но, значит, все-таки есть любовь к хорошим, дорогим вещам, да. А еще ручная работа, она придает, да, еще больше той самой цены этому стульчику. После того, как мы очистили наш стульчик от лака, отшлифовали его машинкой для идеального цвета, да, мы вот видим сейчас совершенно такой белый массив, Мне да? вот нравится Фактура. рисунок дерева. Вообще это для меня кайф. Вот эти разводы? Да, эта структура дерева называется, их вот эти кольца. То есть вы ценитель дерева. именно такого цвета, да? Вот видите, все такое матовое, чистое, светленькое. Вот это то, что мы получили после того, как прошлись шлифовальной машиной, да? Идеальная поверхность. Ну а дальше ж, как вы... По идее, надо было white spirit пройтись, чтобы... Это что такое? Это, знаете, такой разбавитель, как наши любимые эмалью разбавляли же, помните? Да. Вот этот white spirit, ядреный запах, мы не будем сейчас использовать его. Мы просто его тряпочкой проходимся, и он обеспыливает и обезжиривает, да? Так, мы берем... Я взяла масло по дереву. Оно имеет структуру шелковистость, придает мебели, такую матовость. Мне очень понравилась она. Так, вы будете брать кисточкой, наносите, но не очень много, а потом тряпочкой втираете в масло. Его надо втирать. Да. Так, вот так, да? До конца. Не очень много. Здесь есть какие-то советы, лайфхаки? Ну, вдоль волокна надо. Главный совет. Все. Теперь тряпочкой протираем. Вот так. Вытираете, как вы видите. Посмотрите, какую красоту мы видим. Я очень люблю светлое дерево. Мы заметили, да. Сочетание светлого и белого, это для меня прям сканди стиль. Вот видно сразу рисунок, и вот если взять... Сравнение, да? Да, такую... А маслом... И мне очень нравится масло, потому что оно подсохнет и будет очень тактильно приятно, ощущаться фактура сама дерева. Если бы это был лак, то это глянцевая поверхность. А масло, оно и защищает, оно же водоотталкивающее по структуре, да, масло и вода несовместимы. А масла достаточно одного слоя, да, или же надо несколько слоев? Ну, это как принимает дерево, надо посмотреть. Реставрация мебели – это довольно долгий, кропотливый, но очень увлекательный процесс. И вот мы вместе с Галиной, конечно, провели здесь не час и не два, открою секрет, да, но оно того стоило. Сейчас все детали, которые мы в течение последнего времени здесь, во-первых, сначала разбирали, потом мы его очищали от лака, затем мы его шлифовали, потом покрыли маслом, заменили полностью все детали сидушки. Осталось дело за малым. Это что? Собрать все воедино. И, собственно, самый главный вопрос здесь, да? У тебя все промаркировано, да? Где какие детали? Да, потому что все свое место имеет. Фурнитуру ты используешь все-таки родную? Старую.
А почему Я разные? старую взяла внутренности, потому что очень трудно найти. А похожие болтики я нашла в магазине фурнитуры. То есть можно и так, и так. Но очень трудно найти. Очень сложно найти. Потому что стандарты поменялись. Поэтому не каждый этот подойдет. Болтик, да? Да. Так, ну мы сначала возьмем спинку, мы ее проклеим. Тут нет у нас, получается, болтиков, да? Это у нас спиночка. Она у нас будет собираться только клеем. Когда клей проклеиваете, потом можно зафиксировать веревкой или струбцинами. Тогда она больше прихватится, да? Я беру такой клей по дереву специальный, да? Влагостойкий тоже я взяла. Мне он тоже нравится, и он прихватывает очень быстро. Смотрим. У нас, я по памяти, да, например, вот эта сторона была левая, значит, идет вот здесь. Прикрепляем. Вторую сторону. Все, держу. Упс, вот так пока держу. Излишки клея мы вытерем. Тут можно потом зафиксировать, чтобы он хорошо скрепился. Так, дальше мы берем нашу сидушку. Это можно перевернуть. Это у нас спинка получается же, да? И по отверстиям можно уже прикрепить. Так, у нас тут идут самые большие болтики. И с этой стороны, да? Берем наш любимый инструментик. Самый, конечно, классный процесс — это когда ты покрываешь маслом. Ну, видишь уже, каким будет стул. Да, мне, кстати, вот этот процесс покрытия маслом понравился больше всего, да. Он какой-то такой визуально красивый. Ты видишь одну фактуру, потом видишь другую, и как-то какое-то волшебство происходит. Конечно, разбирать, может быть, это тоже для кого-то достаточно интересный процесс. Ну, а по мне, так все-таки вот покрытие маслом тоже было достаточно интересно. Ну вот все, наш стульчик, красавчик, готов. Посмотрите, какая красота. Вот мне очень нравится. Потрогай его. Да, я чувствую, он такой смотри, очень гладкий, очень такой. И прям, мне кажется, даже приятно. лучше, чем было изначально. Да. Галина, ну вот мы решили сразу опробовать, так сказать, этот стул. Ты сидишь, ничего не шатается, все нормально. Слава Богу, я не упала. Не упала, значит, все мы сделали с тобой верно. Ну и вообще вот этот уголок, он такой, знаете, у вас очень уютный. И вдвойне приятно находиться здесь, потому что здесь сделано, конечно, все руками. И чувствуется вот эта вот любовь и любовь к чему-то дорогому, хорошему, уникальному, ручному труду. Спасибо тебе, Галина, что пригласила нас сегодня в гости. Желаем тебе, конечно, знаешь чего? Творческого вдохновения. И вот всем реставраторам мы всегда желаем побольше эксклюзивной мебели. Спасибо большое за участие. Я очень вам благодарна. Поделиться со всеми своими знаниями. Надеюсь, это будет полезно вам. Да, ну а ты, мне кажется, не бросай это дело, хорошо у тебя это получается. Мы знаем, что ты ведешь свой личный блог, где делишься своими советами, поэтому если вы в рамках нашего проекта, возможно, что-то упустили, да, вы всегда можете посмотреть блог Галины и тем самым заново, возможно, для себя понять что-то новое, может перенять какой-то опыт и попробовать все-таки в домашних условиях отреставрировать какой-нибудь интересный предмет мебели, да, и я думаю, у многих может получиться с советами нашей Гали. Спасибо большое.